Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Даяна Федорова. Здравствуйте. Употребление алкоголя остается одной из острейших социальных проблем, но мы зачастую забываем еще одну не менее значимую проблему – сочетание лекарственных препаратов и алкоголя. Об этом мы поговорим в студии с врачом-психиатром, наркологом Якутского республиканского наркодиспансера Романом Козыкиным. Роман Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Почему сочетание алкоголя с лекарственными веществами может быть опасным? Ну, в целом, любое вещество, попавшее в желудок и всосавшееся там, и также в кишечник, оно всегда попадает в печень. Ну, собственно говоря, это место встречи всего, что там всосалось, и в том числе алкоголя и лекарственных веществ, которые могут, так сказать, совместно туда попасть. Дело все в том, что метаболизм алкоголя, он заключается в том, что он распадается в печени на более безопасные вещества, и некоторые лекарственные вещества могут блокировать вот этот распад. Допустим, тот же самый анальгин. Он блокирует такой фермент, который называется алкоголь-дегидрогеназа, который, собственно говоря, алкоголь превращает в ацетальдегид. И, соответственно, токсическое действие алкоголя при употреблении одновременно анальгина и этилового спирта, оно, соответственно, усиливается угнетающее действие на ЦНС. Также в общем, есть такая интересная история. В 1905 году, получается, на фабрике по производству удобрений азотистых такая ситуация произошла, что начальство этой фабрики заметило, что почему-то весь персонал стал непьющим. И те, кто приходили к ним на работу, тоже переставали употреблять алкоголь. Тогда выяснилось, что они производили такое вещество, как цианамид кальция. На самом деле это удобрение, но потом выяснилось, что это вещество, оно блокирует распад уже ацетальдегида, то есть продукт распада алкоголя. А дело в том, что этот ацетальдегид, он гораздо токсичнее самого алкоголя, примерно в 10 раз. И, соответственно, люди, которые с этим цианамидом контактировали, они, грубо говоря, такую невольную кодировку себе делали. Соответственно, какие последствия происходили у этих граждан, когда они приходили домой, допустим, пытались что-то выпить? У них моментально возникало покраснение кожи, ощущение тошноты, рвота, естественно. И самое интересное, страх смерти возникал. Поэтому они очень быстро и отказывались. То есть там при любом малейшем количестве алкоголя вот такие симптомы у них проявлялись. Таким именно свойством также обладает антибактериальное средство метронидазол. В некоторых случаях именно вот такая реакция может происходить у людей при употреблении этого вещества. Да, расскажите, пожалуйста, может ли алкоголь изменять эффективность лекарства? Как раз если говорить об антибиотиках, именно их эффект, он как раз-таки либо ослабевает, либо вовсе неэффективными они становятся, потому что, опять же, тут нужно обращаться к печени. В печени, во время того, как происходит обезвреживание алкоголя, печень, по сути дела, именно этим и занята только. Поэтому адекватный метаболизм какой-то других веществ, он становится хуже, и, напротив, даже токсичность тех веществ, которые употребляются вместе с алкоголем, она увеличивается. И поэтому люди, которые принимают антибиотики и затем употребляют алкоголь, то есть это довольно бесполезное занятие в таком случае. Да, пустая трата таблеток получается. Да. От чего зависит взаимодействие алкоголя с конкретным препаратом? Именно что дело идет. Речь идет о том, что различные препараты, у них есть свой метаболизм, у алкоголя тоже свой метаболизм. Если, допустим, отойти от печени, то в организме есть такое вещество, оно называется моноаминооксидаза. Это фермент, который, так скажем, уничтожает большое содержание в крови адреналина, серотонина и норадреналина. Людям при депрессии показаны такие препараты, как ингибиторы моноаминооксидазы, это антидепрессанты, по сути дела, которые эту моноаминооксидазу блокируют, и в таком случае серотонин и адреналин, и норадреналин, они в хорошей концентрации присутствуют, и это помогает снимать симптомы депрессии.
Но когда происходит одновременное употребление алкоголя и этих антидепрессантов, алкоголь сам по себе тоже стимулирует выделение адреналина. В таком случае происходит такая ситуация, когда просто эти эффекты накладываются друг на друга, и в таком случае у нас усиливается частота сердечных сокращений, повышается артериальное давление, и там вплоть до гипертонического криза может происходить ситуация. Также есть у нас такой орган, как поджелудочная железа. Вот. Люди, страдающие сахарным диабетом, не всегда, но у них, как правило, с поджелудочной железой проблемы. Вот. Те пациенты, которые страдают сахарным диабетом, они, как правило, получают препарат метформин. Это, по сути, препарат первой линии. Его механизм действия, он связан с тем, что есть такой процесс в печени, называется глюконеогенез. Это когда печень сама создает глюкозу внутри себя. Вот. И потом такую небольшую, так скажем, кубышку себе оставляет в виде гликогена, чтобы когда, если человек у нас голодный, то есть бывает такое, когда вот человек не кушал долго, и потом внезапно какой-то такой резкий прилив сил возникает. Это вот именно что начинает работать гликоген, который запасен в печени, вот, и он просто включается в работу, и вот начинается. Ну так вот, этот самый гликоген, печень, она, как правило, создает из молочной кислоты. Вот. Ну, по-другому лактат еще называется. Так вот, метформин, он эту молочную кислоту не дает превращать в глюкозу. Ну, там, конечно, все не так просто, там он сначала в пируват превращается, но это не важно. В общем, очень долгий такой химический процесс, но на корню его метформин, так скажем, останавливает. И дело вот в чем. Когда человек употребляет алкоголь, для того, чтобы ацетальдегид, вот тот самый токсичное вещество, тоже распался дальше, требуется кофермент, который как раз-таки участвует в распаде той же самой молочной кислоты. То есть, по сути, печень занята расщеплением алкоголя, вот, хотя могла бы расщеплять эту самую молочную кислоту. В таком случае, получается, и при алкоголизме тоже повышается уровень этой самой молочной кислоты. Она сама по себе безвредное вещество. Но когда одновременно с употреблением алкоголя и метформина происходит очень сильное закисление крови, вот, при этом ну, это жизнеугрожающее состояние. То есть происходит очень большое количество, в общем, кровь окисляется, грубо говоря, не окисляется, становится кислой средой, вот, ее pH сдвигается в кислую сторону. Вот, таким вот образом. Вот так. Да. Расскажите, пожалуйста, почему пиво и вино также могут быть опасны при сочетании с лекарством? Ну, здесь опять же все просто. В пиве, в вине содержится этанол, этиловый спирт. Соответственно, даже при каких-то небольших количествах употребления, собственно говоря, никто не отменяет эффекты этанола. Опять же, если вспомнить какие-то другие лекарственные вещества, которые с этанолом употребляются, это вот в конце 20 века, может быть, даже в начале 2000-х, вот, многие посетители каких-то питейных заведений, может быть, пассажиры поездов, вот, подвергались такой уловке, когда они выпивали с незнакомыми людьми, затем теряли сознание, некоторые даже и могли умереть, вот, и при этом возникала амнезия. Все это происходило из-за того, что им как бы подсыпали, ну как-то анонимно с целью хищения их денежных средств, подсыпали в алкоголь такой препарат клонидин. Вот. Этот препарат, как раз-таки, его механизм действия с алкоголем до сих пор неизвестен. Непонятно, как это происходит, но при сочетании алкоголя и этого препарата происходит потеря сознания и последующая амнезия тех событий, которые до этого происходили. Вот. И вот нечистые на руку люди этим пользовались раньше. Сейчас вроде как таких случаев уже не слышно. Вот. И вот. А скажите, какие категории людей особенно уязвимы? Вот особенно уязвимы как раз у нас люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если говорить о препаратах, которые снижают артериальное давление, то совместно с алкоголем давление артериальное будет еще сильнее снижаться. Вот такое вот правило происходит. Опять же, тот же самый клонидин, он тоже как бы к гипотензивным препаратам относится, но у него там совсем страшные получаются последствия. Опять же, люди, которые по каким-то жизненным показаниям принимают дезагреганты, вот, или антикоагулянты, при этом, если вот люди, допустим, после операции им там кликсан какой-нибудь колят, если при этом употребить алкоголь, это, разумеется, может развиться какое-то кровотечение.
Вот, скорее всего, желудочно-кишечная, потому что если человек употребляет, то у него, скорее всего, какие-то язвы в желудке есть, и последствия вот примерно такие будут. И, пожалуй, наверное, самая уязвимая категория граждан – это, наверное, все-таки люди, больные сахарным диабетом. Потому что, как уже было выше сказано, воздействие на поджелудочную железу, оно происходит вот именно не только со стороны алкоголя, но и когда человек заболевает, страдает также поджелудочная железа, вот алкогольный панкреатит плюс панкреатит, который возникает при сахарном диабете, это все вообще может привести к панкреонекрозу, либо даже к раку поджелудочной железы. Рак поджелудочной железы – это вообще такое заболевание, при котором смертность очень высокая. Вот. Ну, панкреонекроз – это тоже понятное дело, это тоже ведет к смерти. Вот. Или же, допустим, взять препарат, ну, это уже не такая уязвимая категория, обычные люди простые, которые в простуду, когда у них поднимается температура, они могут пить парацетамол, тот же самый. Парацетамол, он сам по себе очень гепатотоксичный, вот, то есть он очень сильно плохо, отрицательно влияет на печень. При этом, если человек употребит парацетамол вместе с алкоголем, ну, тут воздействие на печень будет крайне тяжелое. Вот, поэтому это довольно такая проблема серьезная. Вот, там даже до желтухи может доходить. И, наверное, еще очень уязвимая категория, ну, как говорилось уже, люди, которые принимают антидепрессанты, то есть не только люди, которые страдают депрессией, многие психические расстройства, они подразумевают употребление антидепрессантов для облегчения состояния. При этом не только вот ингибиторы МАО, о которых я говорил, при употреблении с любым антидепрессантов могут ухудшаться симптомы депрессии и также может доходить даже до суицида при этом. И, пожалуй, что еще интересного можно рассказать, то, что многие знаменитости, вот я не знаю точно или нет, но вот один знаменитый актер, по-моему, он как раз-таки умер от совмещения транквилизаторов, то есть снотворных веществ, которые он употребил вместе с алкоголем. Вот. А проблема транквилизаторов заключается в том, что они блокируют дыхательный центр при передозировке, естественно. А алкоголь, он это воздействие усиливает. Вот. И, соответственно, человек, может быть, по незнанию употребил и снотворные вещества, и алкоголь, и в результате чего просто перестал дышать. Вот. Ну и задохнулся, собственно говоря. Вот, действительно опасно, очень опасно. Роман Николаевич, а скажите, нужно ли самостоятельно пропускать следующую дозу приема лекарств после употребления алкоголя? Да, здесь скорее речь идет о том, нужно уточнить, о каком лекарственном веществе идет речь. Вот. Если это, допустим, опять же, понижающее артериальное давление лекарственные вещества, в таком случае, возможно, стоит все-таки и воздержаться. Если речь идет о сахарном диабете, там тоже. Но лучше проконсультироваться, естественно, с врачом. Спасибо вам большое, что подробно рассказали про прием лекарств и прием алкоголя. Действительно, это очень опасно. И желаем всем нашим зрителям, якутянам, не совмещать прием данных видов лучше вообще лекарств. Вообще не употреблять. Да. Спасибо вам большое. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи.